Дорогие друзья, приближается праздник Светлой Пасхи. Как же подготовиться к этому замечательному празднику, который любят очень многие жители нашего города и вообще, во всем мире, наверное. Сегодня мы находимся в гостях у известной мастерицы по вязанию. Это Катерина Зверева. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну так вот, как же подготовиться к Пасхе, как украсить свой вообще дом, свое жилище, свой стол. Вот сейчас Катерина нам расскажет буквально вот в 2 словах, как это сделать просто, красиво, ну и с радостью. Ничего сложного абсолютно нету на самом деле. Можно привлечь детей, это будет, естественно, ярко, полезно, развивает тоже моторику мелкую рук, да, у ребятишек, творческое мышление. В данном случае у нас на композиции нашего уголка, да, вязаная корзиночка с яичками, которым весело можно также набивать, да, яички ребятишкам. Потом вот висят у нас на вербочке яички, то есть это заготовочка была. И в клей, возвращаемся в детство, да, все помним ПВА, окунаем ниточки в клей и наматываем. То есть это могут делать детки. Наматываем на яйцо, да? На яичко, да. А сама вербочка тоже является таким неким символом у нас, и, соответственно, тоже можно с ребятишками сделать. Ничего сложного абсолютно нету. Это клей-пистолет, покрашенные, естественно, капельки и обмотанные флористической лентой. Ничего сложного. То есть так вот можно вечером провести в кругу детей своих, да, узнать что-то нового и интересного. Точно так же можно обклеить разными какими-нибудь там цветочками, бусинками, да, яички. Можно связать подставочку, можно связать вот цветочки тоже вот картинно. И еще смотрите, друзья, еще можно связать вот такие мешочки. Вот. Они вот так вот раскрываются. И туда можно положить либо яичко, можно конфетки положить. И вот такой вот некий подарочек получается. Да, сюрпризики. Или же идете в гости, вот, пожалуйста, да, связали мешочек такой красивый. А все это вяжется как, спицами или? Это все вяжется крючочком. Ничего сложного, в принципе, такого нету. Изготавливать я вам предлагаю сегодня вот такой вот подвес. Можно много разноцветных сделать подвесиков и сделать гирлянду, либо на вербочку повешать, да? Такой вот некий декор. На самом деле, если побольше сделать, то это будет подставка под горячее, да? Можно, да, можно как под горячее сделать, можно под кружечку. Все зависит от выбранной пряжи. В данном случае мы будем использовать с вами крючочек номер 7. Номер 7. Нитка у нас трикотажная. Это трикотажная нить. Что мы делаем? Нам сначала надо колечко амигуруми. То есть мы зажимаем кончик в ладошечке, обворачиваем. Чтобы получился крестик, да? Пальчиком придерживаем. У нас получилось 2. Заводим крючочек под первую ниточку. Желательно, чтобы крючочек у вас смотрел вниз. И вытаскиваем. И наверх. И теперь смотрите, кончики мы подтягиваем. Теперь колечко так и оставляем. И смотрите, что мы делаем. Помогаем 2 пальчиками, придерживая колечко, да? Делаем соединительную петельку. Ныряем в дырочку большую. Цепляем ниточку с мотка. Получилось 2 петельки. Цепляем с вами ниточку и вытаскиваем через 2 петельки. Вот, получилась 1. Вот. Теперь мы набираем 2 воздушные петельки. Правильно. Нет, это вы накид сделали. 1 раз накинули и вытянули в петельку. Вытаскиваем в петельку. Вот так? Да. Это у нас получилось. Это воздушная петля. Это воздушная петля подъема. Теперь также цепляем и вытаскиваем. Это вторая петля. Воздушная. И теперь смотрите, мы будем делать с вами столбики с 2 накидами. Сначала мы делаем 2 накида на крючочек. Так. Ой, так.
Теперь крючочек заводим в наше большое кольцо и вытаскиваем оттуда ниточку. Ничего, ничего. Чуть-чуть вот так вот подтянула. Вот и все. У нас получилось с вами 4 петельки. Ее, а потом что? Теперь смотрите. Мы цепляем нитку. Вытаскиваем через 2 сначала петельки. То есть петелька и накид у нас, да? Опять накидываем и опять через петельку. Через 2? И накид через 2. Осталось у нас опять 2. И опять одну. И опять одну да, соединяем, и одна А-а-а. остается. И вот у нас получился с вами столбик с 2 накидами. Можно Вот. подтянуть его, да. Мы его все равно будем подтягивать, чтобы он был кругленьким. Вот так. Да. пойдет, Посмотрите, друзья, вот так получилось. Ага, вот так Теперь получилось. мы таких вот столбиков с 2 накидами должны с вами сделать 19 штук. Один мы с вами уже связали, осталось 18. Раз, 2 накида 2. делаем. 2. Большое колечко. Большое колечко это вот сюда? Вот Мгм. сюда. Потом, значит, берем ниточку. Вытаскиваем ниточку. Так. Из колечка вытаскиваем. Вот. Только смотрите, у вас чуть-чуть вот тут вот пропустили. Хвостик должен быть вместе. Вот. Ага, как. потому что Так, мы его потом хорошо. вытягивать будем. Вот смотрите, вот, да? И сюда ныряем. Колечко большое, Так. да. Потом берем ниточку. Берем ниточку, Вот так, да? вытаскиваем, получается 4 петельки. Надо Через 2. Через 2 вытаскиваем 2, Да. 3. Теперь вытаскиваем у нас через 2 опять, чтобы осталось 2 у нас И петли. опять И соединяем вытаскиваем. 2. Вот. Одна Ой, осталась. да. Вот. Вот. Дело. Ой, ну что-то у меня как-то странно пошло-то. Ага. Вот потому что не в колечко нырнули, а за столбик нырнули. Так. Значит, Поэтому вернемся в исходное положение. Так, вот. Значит, берем раз накид, 2 накид. Теперь, а где этот вот оно столбик-то? ваше, Ну, вот он, видите, вот. колечко. И вот так, да? Вот так нырнули. Ага, вот тут у нас образовалось 4. 4. Теперь мы берем, вытаскиваем через 2, да, верно? Еще вытаскиваем через 2 и вытаскиваем еще через две. 1. Вот одна получилась. И смотрите, вы можете мгм. столбики чуть-чуть подтянуть, чтобы вас они не смущали, не путали. И чтобы вы видели свое основное Вот, колечко. Да, колечко. А вы какие-то мастер-классы делаете со своими там друзьями, там, Да. знакомыми? Какие мастер-классы? На самом деле людям очень нравится. Я обратила внимание, что старшее поколение готово учиться. Это здорово. Очень терпеливо, да, подходит, очень кропотливо. Людям нравится. Конечно, да, мы стараемся сделать что-то такое легенькое, не сложненькое. Новичок придет к вам на мастер-класс впервые, попадет, какую вещь он сможет одолеть и что сможет связать? Ну, здесь, знаете, Правильно? точно... Да, все верно. Здесь прям конкретно какое изделие сможет связать нету. По одной большой причине. Мы сначала беседуем с людьми. Так. В первую очередь, что бы им хотелось и какие у них вообще навыки, да, есть у человека. Если человек никогда не держал крючок в руках, здесь немножечко сложнее. То есть надо ручку поставить, и, соответственно, тут уже крупные ниточки должны быть. Если человек когда-то там в школе, да, вязал, но забыл, естественно, здесь уже немножко другой подход. Буквально перед Новым годом, допустим, мы вязали снежинки. И для меня было очень сильным таким удивлением, когда я увидела женщин в возрасте с горящими глазами, которые, ей захотелось, да? Да, ей захотелось, она вяжет спицами, но не умеет как бы вязать крючком, но очень хочется. И вы не поверите, она вот бедная, она сидела кропотливо, вязала такая вот прям вся воодушевленная, распускала, заново начинала. И она ушла с готовой снежинкой, довольная и счастливая. Как здорово. Все индивидуально. То есть салфеточки, например, маленькие какие-то, тоже можно человека научить. Было бы желание.
на самом деле. Но знаете, вот что интересно, я помню, как наши бабушки, во всяком случае, да, их в школе обязательно учили какому-то рукоделию. Да. Вот, кстати, совет. вы говорите, раньше наши бабушки, да, вы проходили, вот, обучались, вернее, в школах, да? На самом деле... Потому что не было интернета. Во-первых, не было интернета. Я тут недавно для себя уже сделала открытие. На самом деле это было мужское ремесло вязания. Ну да. Сначала, конечно, они вязали сети, потом наши предприимчивые женщины, естественно, нашли, да, свое видение и начали уже вязать одежду, предметы быта. И в XIX веке это стало очень популярным на самом деле. То есть в каждой губернии была своя техника, да, свои узоры, которые переходили из поколения в поколение. Вот, ну и наши, наверное, бабушки тоже это как раз-таки застали частичку этой истории. Ну, раньше же как было? Ты должен уметь все, ты должна быть готова ко всему. Так как мы 2 раза, да, выворачиваем крючочек, это у нас столбик с 2 накидами. Существует, конечно, столбик с 1 накидом, да, то есть 1 раз накидываем. Бывает полустолбик без накида. Это когда вот накид делаешь, но провязываешь все 3 сразу. Надо просто немножечко их запомнить. И тогда легко будет читать схему. Вот, ну да. Надо вот запомнить. Просто нужно, мне кажется, сейчас как-то вот, ну, сесть и прям вот очень хорошо как-то вот себе в голову, может быть, даже завести тетрадку и как-то все это записать. Наверное, легче будет, да? Когда и аудио, и видео ты смотришь где-нибудь на какой-то платформе, Ну, да, сейчас ВК или очень где-то. многого, И да, и можно еще, мне кажется, все-таки писать. Хватит, Так, может, или еще у что-то? нас должно быть 19 столбиков. Так, Вот как смотрите, посчитать? считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Нам еще 3 осталось. Так, а у меня тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, раз накид, 2 накид. Ныряем сюда, 16. Еще 3 нужно мне, да? Еще 3. 19 мы набрали. Так, Нам надо теперь теперь соединить в круг. Чтобы Так. соединить, у нас вот остался хвостик, да? У меня его нет. Вот он ваш хвостик. Можете перевернуть к себе лицом в Вот заднюю так? сторону. Ага, Да. так. И мы тянем хвостик, вытаскиваем. И видите, у вас сужается колечко. Ну, уже Подправляем, подправляем. Нет, немножечко подправляем. Ну, мне кажется, достаточно. Достаточно, да? Вставляем обратно крючочек. И что мы делаем? Мы теперь соединяем. Вот как соединить? Видите, первый у нас столбик из 3 петелек. И вот она 4-я сверху. Ну-ка, давайте расправим. Немножко не видно. Немножечко. Чуть-чуть не видно. У вас вот она, видите, самая первая. Мы ныряем Под крючком под галочку. Ага, посмотрите, друзья, это как бы получается вот 2 штучки мы захватываем. Вот 2 они, 2. ребрышка. Ага, так, 2 ребрышка. Так. Так. Теперь Цепляем ниточку. вытаскиваем через И нее. вытаскиваем. И теперь эту же петельку вытаскиваем через первую петельку нашу. Ну вот и все. Вот мы и соединили. Распрямили. Вот он, кругляшок у нас и получился. Ой, друзья, ну смотрите, прям сколько радости-то у меня. Здорово. Набираем 7 воздушных петель. Ого. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, это, не знаю, что там дальше потом. Нет, это вы накидики сделали. Что я делаю? Цепляем ниточку. Какую? Как какую? Вот эту. Основную, Так, которую идет дальше. скрутка. Вытаскиваем через петельку. Раз воздушная петля. 2, 2, 3, 4. Это воздушная петля. 5. Вставляем от крючочка во вторую воздушную петлю. За одно ребрышко, получается, под ребрышко. Где она у нас? Так, Вторая. она у вас перевернулась немножечко. Вот. Ага.
Вот видите галочки у вас? Так, да, да, Это да. петельки ваши. Ага. А второй это вот в эту. А, вот в эту вас. вот. Видите, Мгм. первая галочка, вторая галочка у вас, третья. Нам надо во вторую. Так, Прям в серединку. вытаскиваем. Вытаскиваем ниточку. Мгм. И теперь провязываем через две ниточки в одну. Это называется у нас полустолбик. Теперь опять... мы будем делать полустолбик без накида. Мы делаем один накидик. Так. Следующую галочку теперь вставляем. Вот она у вас. Мгм. Вот сюда. Мгм. Вытащили. Вытаскиваем. Мгм. А накид-то мы забыли. Почему? Делаем накид. Так, вставляем. Потеряли. Вытаскиваем. Ага. Так, у нас 3. Вот 3. И через все 3 теперь вытаскиваем ниточку. Вот. Вот. Дальше. И теперь таким образом мы идем до самой До первой самой петельки. Накидик. Накидик. В следующую ныряем, вытаскиваем. Вот 3. Мгм. И вытаскиваем Все вот 3. все 3. Далее берем накидик, ныряем в следующую нашу вилочку, скажем так. Так, теперь вытаскиваем. Вот у меня 3, 1. Ой, через 3 же. Через Вот, 3. Вот. Обман его еще называют. На самом деле сейчас очень много названий, но смысл один и тот же на самом деле по схеме. Так, если все. посмотреть. До первой дошли. Дошла. Так, сейчас минуточку, я сейчас пока за вами смотрела, Вот, сама не друзья, успела. смотрите, что вот получается. А теперь мы будем соединять наше готовое уже ушко с кругом. Ну Вот вот так смотрите, соединяем также под галочку, ныряем. вот. Мгм. Так, вытаскиваем Вытаскиваем. и завязываем. И просто, да, вытаскиваем через вторую. Вытаскиваем. Вот 3, да? Да, и Вытаскиваем. через все 3. Накидик. Сюда. Главное не запутаться. Сюда, да. Главное не запутаться. Вот 3. Мне Через кажется, все если 3. перед глазами была бы схема, это вообще было бы чудесно, мне кажется. Так? Если еще главное разобраться, вот как читать эти схемы, будет это, мне кажется, вообще прям супер. Так? Дальше. Да, у каждого Так. вида свое обозначение на схемах. То есть вот у нас в данном случае идет столбик Вот. без Я закончила накида. или еще? Так, Закончила. первое. И теперь смотрите, так же, как и первое ушко мы с вами Сюда? соединяли, да? Вот Ныряем под петельку, Угу. вытаскиваем. Одну. Нет, стоп. Вытащили и в первую уже вытаскиваем. Просто вот. соединяем. Соединяем. Мгм. Дальше. Вот. А теперь, чтобы он был нам красивенький, просто под каждую петельку ныряем и обвязываем соединительными петельками. Вот так. Мгм. И вытаскиваем. Вторую через первую вытаскиваем. Вот так. Оп. До конца По проводим. кругу прям, По да. кругу идем, да? И вот так вот чуть-чуть поправила, и у вас получается уже ребрышко. Угу. Вот. И здесь. Примерно по времени сколько уйдет на вывязывание вот одной такой вот подставочки? Все на самом деле индивидуально. То есть вы сами, да, ощутили на себе подход. Кто-то побыстрее, сообразительнее, кому-то надо сосредоточиться, кто-то помедлительнее, кто-то пошустрее. Но в среднем всегда беру часа где-то так 3. Потому что, бывает быстро пойдет работа, да, бывает чуть-чуть подзамедлился, где-то подустал, например. Там. Я сейчас понимаю, что я занимаюсь вот руками, да, и у меня в голове просто пустота. Да? Отдых, Вот. да? Да. То есть никаких забот, никаких там Это же как проблем. медитация. Да, вот. Да? Но Это что-то у как- меня она вот сильно затянута получилась, нет? Вы просто внутри сильно расслабили колечко. Нужно его Поэтому- подсобрать, да? Да. Вот Пока что получилось. тянули, да? Так, как заканчивается у Вот. нас? И дальше мы обвязываем также ушки до начала, где мы начали. Ушки. Точно по такому же принципу, тоже так же под ребрышки. Под ребрышки это где? Вот здесь. Угу. Так. Угу.
Вот так. Так. Теперь под ребрышко. Правильно? Угу. 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 И вот смотрите, вы пришли на пик. Угу. Вот сюда. Так. Вытаскиваем. Угу. И теперь вот сюда. Видите, вы как будто закончили уже одну сторону, сюда? переходите на другую, да. Угу. Вот сюда. Угу. Вот сюда. То есть, смотрите, я в одну, не в две вот ныряю, да, или в две надо нырять? Можно В одну, можно в две. можно в две. Вот как можно, как. Здесь не принципиально, это просто вязка, как кому нравится. Ну, когда по две, конечно, оно немножечко поплотнее, а если в одно ребрышко, то тогда галочки не больше наверх смотрятся, вот эти вот вязаные. Нитка, кстати, очень удобная, разматывать ее. Обычно же в корзинке, да? Как вы, когда вяжете, куда кладете нить? В корзиночке в основном. Если корзиночки нету, значит что-то мы другое находим. Пакетик. Пакетик, сумочка. Да. У меня даже был опыт такой. Я в прошлом году ехала в автобусе, мы попали в пробку, и я тут вспомнила, что у меня там косыночка недовязана, и так сумочку приоткрыла и ехала, вязала. Здорово. В поликлинике даже Да, то есть сидела. смотрите, как можно свое дело найти время найти можно. время, да. То есть вот так. И там как раз-таки под моточки, да, ловкость рук, Да, и никакого твоя мошенничества. фантазия. Все, я закончила. Так, все два ушка? Да. Ой, какая молодец, а я даже, видите, не закончила. И теперь Так, что мы делаем? Мы теперь будем ниточку, самую первую под ребрышко. Вот сюда? Так. Вытаскиваем. Протаскиваем через первую же петельку. Все, побольше вытаскиваем. Теперь мы отрезаем ниточку. Вот Прям здесь. ниточку вытаскиваем. В смысле? Не, ниточку. Вот Вот да, так вот. из петельки прям вытаскиваем. И теперь мы будем прятать этот хвостик. Так вот подтянули. Подровняли. Сейчас колечком утянем. Берем более меньшего размера крючочек. Так, ну, сейчас вот можно четверочку. Так, да? четверку. И просто выпрячем наш хвостик. Делаем такую путаницу, чтобы он не распустился. Ну, то есть с обратной стороны как бы Как не вам, обязательно как там вам хочется, как по вам какому-то нравится. узору уже идти. Принципа никакого нету. Принцип один только. Спрятать Чтобы хвостик, не чтобы он не распустилось. распустился. Все верно. И все. Вот И какая ничего красота. такого сложного. То есть лишний хвостик мы, естественно, Так. обрезаем. И тут немножко надо подтянуть. Ой, как здорово. Красиво получилось. Вот видите? И легко, и Какой просто. зайчик у нас получился. И этот хвостик мы точно так же прячем. Да, прячем. То есть, опять-таки, в любом В направлении. хаотичном порядке, в любом направлении. Главное, чтобы он зафиксировался, чтобы не распустился. Прекрасно. Вот. В общем, друзья дорогие, сегодня познакомились мы на нашем мастер-классе, что такое накид, что такое столбик, что такое полустолбик. Вот, с этими знаниями, девушки дорогие, в общем, можно
освоить вот этот прекрасный мир вязания крючком. Вот. И вязать не только вот такие милые, прекрасные такие вещицы. Это у нас получилась подставочка. Это подставочка. Под горячее. Под горячее. Да, Вы можете ее, допустим, украсить ему тут бантики там или бусинки, да, на ушки сделать, так вот, посимпатичнее что-то. примерно вот так вот. Либо обвесик да, сделать, да. гирляндочку. То есть тут уже как раз подключается ваша фантазия. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать?